Преступление или выбор женщины. Законопроект депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова, предлагающий запретить прерывать беременность по желанию женщины, вызвал бурные дискуссии. На депутата ополчились феминистки и правозащитники. Заман попытался узнать, что думают об этой инициативе коллеги Голубова. Из Гражданского кодекса право женщины прерывать беременность до 12 недель, разрешить делать аборт только в 3 случаях: угроза жизни женщины, медицинские показания и изнасилование. Такой законопроект 9 дней назад зарегистрировал в Раде нартеп от блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов и исчез из поля зрения журналистов. Не появился депутат и на сегодняшней сессии украинского парламента. Дело в том, что его эту неделю не будет. Он приболел и на больничном. Ну, надеюсь, до следующей недели выздороветь. Может до четверга, я не знаю. Поддержать депутата готова активистка Юлия Шульга. Признается, сама сделала 4 аборта. Сначала заставляла мама, потом уже на руках были маленькие дети. И каждый раз приходило чувство вины. Это происходит, как только ты приходишь в себя после наркоза. То есть сразу ты понимаешь, что ты сделал. Тебе сразу плохо. То есть, знаете, это уже какая-то связь. То есть была связь у матери с ребенком. Теперь Юлия помогает женщинам сохранить беременность. И это хорошо, что закон не оставляет права выбора, уверена она. Просто смешно. Право выбора. Я же говорю, мы делаем убийство. Это совершается убийство. Против законопроекта ополчились феминистки. Аргументы его автора о том, что запрет улучшит демографическую ситуацию и абортов станет меньше, не соответствуют действительности, уверены они. Я вважаю цей законопроект дуже небезпечним, бо, як показує статистика, світова заборона абортів не приводить до зниження рівня абортів, вона приводить до зростання чорного ринку, де проводяться незаконні аборти в неналежних медичних умовах, і врешті-решт це призводить до збільшення смертності серед жінок. Такой же закон уже 20 лет действует в Польше. Есть он и в Нидерландах, где низкий уровень абортов. Но сравнивать опыт этих стран с Украиной некорректно. У нас это приведет к тому, что станет больше сирот, уверены правозащитники. В этом законопроекте автор ссылается на опыт Нидерландов. Это выглядит еще более абсурдно, потому что в Нидерландах до уровня жизни Нидерландов в Украине еще расти и расти много лет. И говоря о том, что в Нидерландах очень низкий уровень абортов, разумеется, потому что там очень низкая криминогенная ситуация на улицах, и уровень жизни такой, который позволяет даже одинокой женщине спокойно воспитывать ребенка. Опрошенные нами коллеги Дмитрия Голубова не видят шансов у его законопроекта. Без шансів. Я вважаю, що це трошки божевільна ініціатива. Треба вирішувати в інший спосіб. Треба вчити людей користуватися тими ж запобіжними засобами, протизаплідними засобами. Треба збільшувати освіту в школах для дівчат, для хлопців. Я не могу говорить от имени фракции. Я лично за этот закон голосовать не буду, если он будет в сессионном зале. В каком-то угаре популистов можно и на это собрать голоса. Но я считаю, запрет абортов – это возвращение в Средневековье. Я проти абортів, але я і проти цього законопроекту. Будь-яке штучне регулювання, а особливо заборона пряма, приводить до неймовірно негативного наслідку. Я як лікар вам про це кажу. Треба вчити чоловіків про відповідальність перед майбутнім своїх майбутніх жінок. Треба працювати над матеріальним і якісним покращенням життя. І тоді буде воно зменшуватися природньо. Пока проект закона изучают в Комитете по охране здоровья. И попадет ли он в сессионный зал в таком виде, еще неизвестно. Если это произойдет, феминистки обещают пикетировать Раду против его принятия. Роман Спиридонов, Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов. Заман, АТН.